Першы нацыянальны канал Беларускае радыё, праграма «Актуальны мікрафон», у студыі Алена Давідовіч, я Дмітрий Рубашны. Колькі законаў прыняў парламент за год работы гэтае склікання? Якія тэмы абмяркоўваюцца зараз і як народныя выбраннікі вырашаць праблемы сваіх выбаршчыкаў? У студии «Актуального микрофона» депутат Палаты представников Анжелика Курчак. Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте, Дмитрий. В начале разговора давайте такую тему поднимем. Сегодня Международный день освобождения узников фашистских лагерей. У нас огромные потери среди мирного населения во время войны. Вот даже окончательную цифру трудно сказать, но это миллионы людей. И сотни лагерей смерти. Опять же, вот появляются все новые и новые факты. Крупнейший на территории страны лагерь смерти Тростенец. Вот сегодня депутаты парламента его посещают. Да, действительно, Дмитрий, сегодня мои коллеги участвуют в митинге «Реквием», который находится на территории Тростенца. Тростенец, как известно, это комплекс концентрационных лагерей, был во время Великой Отечественной войны, и Тростенец четвертый в ряду таких очень известных лагерей, как Освенцим, Треблинка, Майданок. Поэтому это наше место поклонения. Вы знаете, что, и, в общем-то, все знают, что уже 4 года идет расследование уголовного дела о геноциде. Если раньше считалось, что в этом лагере было загублено более 200 тысяч мирных жизней, то на сегодняшний день это порядка более 500 000. И результаты расследования говорят о том, что на сегодняшний день установлено уже порядка 580 мест принудительного содержания и уничтожения, фактически это лагеря смерти, 101 новое место массового принудительного содержания установлено на сегодняшний день, и расследование продолжается. Мы должны помнить, вот эти все святые места, наша память, да, недаром слово «памятник» и слово «память», они однокоренные. И когда где-то сносятся памятники, это сносится память о героизме и о нашем прошлом, о том, что именно советский народ в прошлом тысячелетии победил такую гидру, как нацизм. Но мы видим на сегодняшний день пробуждаются ростки неонацизма, поэтому наша память от этого только крепчает. Я понимаю, что вот даже когда расследовалось это уголовное дело прокуратуры, то опрашивались свидетели. Вот малолетние узники, да, это вот то поколение, которое еще есть, да, с ними важно было успеть встретиться, но вот проходит время, и новое поколение, которое уже далеко от тех событий. Да, как Дмитрий, ему передать вот эти традиции памяти? Да, Дмитрий, действительно, на сегодняшний день более 19,5 тысяч опрошено потерпевших свидетелей по настоящему уголовному делу, и из них порядка 8 тысяч — это узники концлагерей, да, это живые свидетели тех страшных событий. Вы знаете, в связи с этой темой, о чем бы я хотела сказать и посоветовать. Есть очень интересная книга Виктора Франкла «Сказать жизни да». Это австрийский антифашист, который прошел в свое время несколько концлагерей и выработал свою систему ценностей и пришел к выводу, что выживают в тяжелых условиях люди не сильные физически, а люди сильные духом. И поэтому, как никогда, на сегодняшний день важно формировать дух, формировать знания у нашего подрастающего поколения о том, что они наследники героев-победителей, а то, что только сплотившись против общей беды, только объединившись
И только поставив перед собой общие цели, мы можем преодолеть те или иные угрозы, которые возникают на сегодняшний день. Молодое поколение, если уходить уже в эту тему, сейчас свойственно молодому поколению такое фрагментарное мышление. Почему? Посмотрите, у нас идеология, скажем так, западных элит и информационные технологии, которые нам сейчас навязываются, они ведут к тому, что молодое поколение привыкает смотреть короткие видеоролики, читать короткие тексты. Это ведет к тому, что они теряют способность анализировать. А для того, чтобы сделать вывод, нужно не просмотреть там массу каких-то видеороликов, да, а прочитать полноценный текст. Поэтому на сегодняшний день мы, понимая вот эти все тенденции, которые происходят в молодежной среде, развиваем и стараемся достучаться до молодого поколения именно теми средствами и способами, которые для них наиболее восприимчивы. Это тот же видеоконтент, это всевозможные вовлечение их во всевозможные конкурсы, потому что молодежь всегда хочет проявить себя творчески, а направить, да, эту энергию, где проявить это творчество, мы можем посредством различных проектов. Сейчас их очень много, и молодые люди откликаются очень активно на участие в тех или иных проектах. Я думаю, что мы вернемся к этой теме, потому что есть идеи, предложения у депутатов, это в русле законотворческой деятельности, но пока, может быть, подведем некоторые итоги. Все-таки избирали мы депутатов парламента, новый созыв проработал уже год, и за это время сделано много. В частности, если брать количество законопроектов, которые рассматривались, которые приняты, их тоже огромное количество. Давайте назовем некоторые цифры и приведем примеры. Конечно же, проработал нынешний созыв парламента уже год. И, конечно же, мы подводим итоги. На сегодняшний день в парламенте рассмотрено в первом чтении 25 законопроектов, во втором чтении 70 законопроектов. Из них 41 законопроект был по международной тематике. Что касается законодательной работы, это не такие большие цифры, если сравнить, например, с работой предыдущего года Палаты представителей 7-го созыва. Да? Но на сегодняшний день... Это объяснимо, потому что тогда после референдума изменения в Конституции нужно было менять. Да, законодательство. Поэтому на сегодняшний день и те задачи, которые перед нами ставит глава государства перед парламентом, мы должны в первую очередь обеспечить качественное законотворчество и стабильное законодательство. И сейчас мы наблюдаем, когда у нас поступает, например, законопроект, который включает в себя ранее действующие несколько нормативно-правовых актов, идет такое объединение и унификация. Кстати, недавно была принята, например, директива номер 12, да, что касается системы работы по идеологическому направлению. Опять же, принятие этой директивы утратили силу 2 основных указа президента и ряд еще указов, которые вносили изменения в те или иные законодательные акты. Поэтому сейчас идет работа на то, чтобы стабилизировать наше законодательство и сделать его понятным. При этом мы, конечно, должны работать качественно и оптимально. Поэтому... Но вы в комиссии по законодательству, кроме того, были ли какие-то законопроекты, над которыми лично вам в большей степени приходилось работать? Может быть, вы состояли в рабочих группах, которые непосредственно изучали вопросы данных законопроектов? Работа у депутатов выстроена таким образом, что когда поступает в палату на рассмотрение тот или иной законопроект, к нему имеет доступ каждый депутат, независимо от того, в какой комиссии он работает. Да? У нас в парламенте 14 комиссий, профильных, тематических комиссий, но
каждый депутат с учетом своего опыта, знаний, с учетом тех посылов, которые он получает от своих избирателей, он вправе принимать участие в подготовке к чтениям любого законопроекта. Таким образом, мне посчастливилось работать со своими коллегами над подготовкой к первому, ко второму чтению ряда законопроектов. Хочу сказать, что из тех проектов, которые мы принимали, большинство направлено именно на большинство социально ориентированных. То есть это проекты, затрагивающие сферы регулирования. Мы принимали закон о занятости населения, вносили изменения по вопросам ветеранов, по вопросам предоставления потребительских кредитов и микрозаймов. Недавно приняли во втором чтении проект закона о риэлторской деятельности. Поэтому все эти проекты так или иначе затрагивают буквально каждого жителя нашей страны. Может быть, прокомментируем некоторые новации законодательные, для чего принимались эти изменения? Ну, раз вот так, в порядке хронологии, от сегодняшнего дня пойдем. Один из последних законопроектов о риэлторской деятельности. Да. Почему вообще к этой теме обратились? Почему такие кардинальные изменения? Потому что создается палата риэлторов. Сейчас недостаточно там получить лицензию, иметь образование, какой-то опыт в этой сфере, да, а все более серьезно. Да, поясню немножко. Любой законопроект, который поступает в палату, у нас, у депутатов, есть такая прекрасная возможность обсуждать новеллы этого законопроекта с нашими избирателями. Каждый месяц, одну неделю мы обязательно работаем в округе, встречаемся с населением, с трудовыми, ученическими коллективами. И те проекты закона, которые находятся у нас на рассмотрении, мы эти новеллы, то, что касается действительно, вот по сферам, так сказать, да, мы обсуждаем обязательно с избирателями. Также было и по проекту закона о риэлторской деятельности. Он действительно, так сказать, был широко обсуждаем на различных площадках. Больше всего, конечно, откликов было от сообщества риэлторов, потому что это в первую очередь затрагивало их деятельность. Но что касается граждан, все говорили, были единодушны в том, что в этой сфере пора наводить порядок. Было достаточно много нареканий на работу риэлторских агентств, в каком плане. У нас сложилась такая двухуровневая, по большому счету, работа риэлторских организаций. Это были риэлторы и агенты. И вот эту вот проблему, когда непосредственно с потребителем работал человек, который не обладает специальными познаниями, человек, который мог работать с одним, со вторым, с третьим, так сказать, клиентом, да, и нести за это никакой ответственности, что порождало, так сказать, жалобы к нашему регулятору, это Министерство юстиции. Поэтому совместно с риэлторским сообществом... И в то же время люди видели, что они достаточно большую получают комиссию, да? Да, безусловно, мы понимаем, что эти услуги, они не дешевые, скажем так, да, и поэтому, соответственно, хотят качественное оказание этих услуг. И на сегодняшний день этим проектом закона действительно создается палата риэлторов как орган самоуправления, по аналогии как нотариальная палата. И, соответственно, они будут уже внутри своего сообщества вырабатывать ту или иную практику, делать ее единообразной, скажем так. Но вот основной момент, который вызвал и споры, скажем так, да, вот какие-то там разногласия, урегулирование необходимости разногласий, это было устранение, так сказать, вот этого института агентов. Но понимая, что это же, в общем-то, занятость тоже людей, у нас на сегодняшний день порядка 176 риэлторских организаций, где работают там свыше 1000 риэлторов и больше 2000 агентов, которые помогают им работать, для того, чтобы, сказать, не парализовать работу, для того, чтобы действительно рынок недвижимости дальше работал. На сегодняшний день, в течение года, агенты, которые имеют опыт работы 3 года, они могут продолжать в течение этого года трудиться, имеют при этом не ниже специального образования. Но по итогам несколько снизилась планка требований к самому риэлтору. Если раньше риэлтор должен был иметь только профильное образование, это образование в сфере строительства, архитектуры, юридическое образование, экономическое, то сейчас риэлтор может иметь любое высшее образование, но он при этом должен сдать экзамен, получить свидетельство о аттестации и оказывать услуги. Вы знаете, у добросовестных риэлторов вот этот вот механизм работы дальнейший вызвал полное одобрение.
Поэтому уже процесс пошел. То есть агенты, которые добросовестные, которые хотят продолжать работать в этой сфере, они пошли сдавать экзамены, уже сдают экзамены, уже получают соответствующие свидетельства и могут работать. Поэтому... Здесь очень важно еще защитить интересы людей, потому что это, скажем так, продажа, покупка квартиры. Да, не всегда вот... аналогия с автомобилями. Иногда вроде бы проверены все документы, все чисто, прозрачно, а потом через какое-то время оказывается там перебиты номера, автомобиль в угоне. Также могло быть и с квартирой. У нее есть тоже своя история. И это грозит чем? Потому что люди могут потерять большие деньги. Спасибо большое, Дмитрий, за дополнение. Еще обращу внимание на то, что на сегодняшний день этот наш законопроект позволяет риэлторским организациям получать необходимую информацию для того, чтобы качественно оказывать услуги. То есть расширен спектр информации, которую необходимо получить риэлтору для того, чтобы совершить сделку, которая отвечает требованиям законодательства. А помните, еще такая тема была в заголовке в 90-х «Черные риэлторы», когда буквально охотились за людьми для того, чтобы забрать у них жилье. Вот сегодня эти ситуации исключены? Вы знаете, надо отдать все-таки должное нашим правоохранительным органам, которые выявляли такие ситуации. На сегодняшний день поставлены барьеры, определенные тоже правовые, для того, чтобы защитить граждан и не допустить того, чтобы граждане в силу каких-то заблуждений могли совершать такие незаконные сделки. Я полагаю, я уверена, что это все в прошлом, и это все в 90-х. Еще один законопроект о потребительском кредите и потребительском микрозайме. Тоже важная тема. Вот в банках вроде бы все прозрачно, да, но у нас были такие организации, вот опять же, там разные периоды истории, когда там реклама буквально пестрила, быстрый кредит, без документов и так далее, а потом люди узнавали, что огромные проценты какие-то сумасшедшие нужно выплачивать. Действительно, Дмитрий, особенно такая практика была по микрозаймам, когда, как мы говорили, мелким шрифтом было что-то написано, люди об этом не читали и отдавали там в залог телефон, а в итоге вынуждены были продавать квартиры. Вот это незаконная криминальная практика. Этот законопроект учел все вот эти негативные процессы, которые проходили. И на сегодняшний день условия предоставления потребительского кредита и потребительского микрозайма, они фактически унифицированы. Очень важно, что в едином законе были сведены все положения, которые касаются порядка предоставления потребительских кредитов, в том числе это кредиты и на недвижимость, и выдача микрозаймов. Что касается кто субъекты предоставляют? Это банки, микрофинансовые организации, специализированные организации, а микрозаймы на сегодняшний день могут предоставлять и, не сегодняшний вступает, когда в силу этот, закон, имеют право предоставлять операторы мобильной связи. Можно у них попросить микрозайм. Что касается процентов по микрозаймам, этот закон четко регулирует, в каком размере можно взыскивать проценты. По периоду, если до года не более самого размера этого микрозайма, если более года не более двукратного размера микрозайма. Все четко прописано. Но самое главное – это информирование. У нас зачастую люди не обладают, не обладают информацией для того, чтобы верно принимать решения. Так вот, этот законопроект, он, опять же, имеет такую социальную ориентированность, где написано, что банк или там микрофинансовая организация, предоставляя кредит или там микрозайм, должна потребителю подготовить информацию размером не более одной страницы, где будут существенные условия договора предоставления кредита, все описаны. То есть это размер, сроки, порядок возврата. Что еще важно, если раньше, например, возвращая кредит или микрозайм, взимались какие-то проценты,
законом четко поставлен барьер. Никаких дополнительных процентов взыскиваться не будет. Очень важная норма, что все эти договора будут оформляться в наших белорусских рублях. Никакого эквивалента, никакого привязки к каким-либо курсам не будет. Очень важно еще, что предусмотрены определенные трудные жизненные ситуации в законе. Закладываются, когда можно дать рассрочку или отсрочку платежа по кредиту или микрозайму. Это, безусловно, трагические всевозможные события в жизни людей. Это гибель, это потеря работы, может быть, потеря близких, либо увеличение состава семьи, то, что требует непосредственно определенных затрат. Но, опять же, закон говорит и о том, что организация, которая выдает кредит, может дополнительные условия, более льготные, предоставить потребителю вот, в случае там, рассрочки или рассрочки. А насколько люди защищены от мошенников, которые могут, располагая какими-то персональными данными, оформить кредит на этого человека? Такое ведь тоже может быть. Наша жизнь многогранна, мы, конечно, не исключаем, но когда мы тот или иной проект закона обсуждаем, мы всегда делаем такое долгосрочное прогнозирование. Мы моделируем различные ситуации, как та или иная норма может работать. Поэтому максимально старались оградить наших граждан от вот таких, то есть учитывая всю криминальную практику, которая существовала. То есть на сегодняшний день я полагаю, что мы учли максимально все возможные криминальные развития той или иной ситуации. Очень важно, конечно, читать условия договора, предоставление. Хорошо, когда это все будет понятным языком на одной странице изложено. На одной странице, да. Потому что все равно, как я понимаю, микрозайм, ограничения есть. Там за год переплата не более размера этого займа. Да? Может быть и меньше. Да, но максимально это получается 100%. Это микрозайм, это, извините, на короткий... как бы не очень выгодный кредит. Поэтому, но это максимально. Да, поэтому лучше, наверное, уже обращаться тогда, когда... Есть в этом особая необходимость. Наши банки там гораздо более выгодные условия сейчас по кредитованию предоставляют. Еще одна тема – госрегистрация недвижимости. Отдельный законопроект на эту тему. Поясните, что меняется? Существенно изменяется правовое регулирование. Прежде всего, у нас продляется, в том числе и нормы этого закона, так называемая земельная амнистия, когда имели место факты до 1 января 2028 года, это уже неоднократно объявлялось, когда имели место факты самовольного захвата территории, либо факты нарушения порядка предоставления земельных участков, иные факты. То есть на сегодняшний день, чтобы не было очередей, чтобы люди могли, но опять же нужно поторопиться, не откладывать все на последний год, заняться документацией, оформлением, легализацией этих участков. Ну, это вот так звучит, может быть, не очень красиво, захват территории самовольный, да? Но на самом деле люди, может быть, там чуть-чуть перенесли забор. Кто-то, может, даже не знал, что он вышел за границы своего участка. А это все рассматривалось как нарушение, поэтому, важно дать возможность людям это все легализовать. Безусловно, есть и факты, когда есть какие-то технические, возможно, ошибки. И есть такие процедуры, алгоритмы, когда люди могут обратиться и провести новые замеры. Может быть, имели место факты, когда имели место технические, скажем так, ошибки. Но понятно, что современные технологии позволяют более точно установить границы участков. И на сегодняшний день мы же, белорусы, любим порядок, да? Для того, чтобы вот навести порядок на земле, мы должны четко понимать, кто за что отвечает, где чья территория, где чья земля. Поэтому понятно, что и кадастровая стоимость земли, она, в общем-то, наверное, в разных регионах она, конечно, отличается. Но для того, чтобы это все сделать, так сказать, с наименьшими потерями и затратами, наверное, эту работу нужно начинать делать сейчас, для того, чтобы хватило времени и для оплаты всех этих расходов, и для того, чтобы узаконить все эти, так сказать, привести к легальному состоянию то, что было у нас не совсем правильно сделано. Меняется ряд законов по вопросам обеспечения прав детей. Вот мы возвращаемся к той теме, с которой начали разговор. Молодое поколение, как его воспитывать, растить, какие существуют угрозы. Если предметно по поводу этих изменений, то на что они направлены?
Спасибо, мы перешли уже к правам детей. Хотела, честно говоря, еще вернуться немножко все-таки к закону о государственной регистрации недвижимости. Есть очень важное положение, которое говорят о том, что на сегодняшний день разработан такой хороший механизм, его долго вырабатывали, взаимодействие нотариуса и госрегистратора. Когда человеку не нужно будет уже ходить специально регистрировать недвижимость, ему достаточно будет прийти к нотариусу, оформить сделку, и уже нотариус в интерактивной связи с госрегистратором все это сделает, значит, за человека. Дополнительной оплаты за это не нужно, естественно, оплата за госрегистрацию, она существует, но за то, что нотариус дополнительно будет работать, а для этого нужно было привести в соответствие наши информационные, так сказать, все ресурсы. И это очень важно, и на сегодняшний день, вы знаете, тоже вот люди, например, ну, общеизвестно, да, что построят дом, и его не регистрируют, да, и остается нуждаемым. Ну, есть такие факты, до сих пор они были не исключены. Так вот, на сегодняшний день регистрация – это обязательность. В течение полугода общий срок человек должен зарегистрировать свою там, да, построенную недвижимость. Очень важно, что на сегодняшний день регистрировать можно недвижимость на несколько человек, да, сособственников, чтобы не было потом, да, вот согласия просить и так далее, уже зарегистрировано сразу на несколько человек. Очень важно, что экстерриториальный принцип вводится в регистрации. То есть не нужно специально ехать по месту там нахождения недвижимости, ты можешь это сделать по месту своего проживания или пребывания, и уже в режиме видеоконференц-связи совершать сделку с несколькими госрегистраторами, вовлекая их в работу. То есть тоже очень много процедур с учетом современных технологий введено для того, чтобы облегчить вот эти все, так сказать, процедуры, да, и упростить нашу жизнь, оставить больше времени для того, чтобы люди могли заниматься там, да, семейными вопросами, воспитанием детей. Вот мы опять, да, подходим к этой теме. Поэтому все, поверьте, делается, вот будучи депутатом, я в этом убеждаюсь просто вот стократно, что все делает для того, чтобы нашим гражданам действительно улучшить условия и качество нашей жизни. Вот возвращает нас еще чуть раньше, когда мы обсуждали риэлторскую деятельность, да, вот наш слушатель считает, что человек, который покупает квартиру, он рискует, поскольку в законодательстве есть какие-то моменты, которые вот, ну, не исключает этот риск. Поэтому, ну, раз такое мнение, может быть, стоит направить обращение к депутатам, изложить свою позицию более подробно. Ведь люди в своей практике, в своей жизни действительно и сталкиваются с какими-то проблемными моментами. Вы знаете, что депутаты, они открыты для общения всегда. У каждого депутата можно зайти на сайт Палаты представителей, там есть раздел «Депутатский корпус», да, и можно найти депутата, посмотреть, кто депутат, кто представляет твои интересы того или иного избирателя, и непосредственно обратиться к депутату с разъяснениями, либо с предложениями. Но действительно, вот над этим законопроектом, что касается риэлторской деятельности, очень много работали. Какая была основная проблема? Не было информации полной у риэлторов. Они работали иногда на свой страх и риск. На сегодняшний день у них будет доступ ко всем информационным базам, и будет понятно, на самом деле, кто собственник, какие есть обременения по этому жилью, да, чтобы потом, в общем-то, не возвращаться в какое-то, так сказать, изначальное состояние и отменять эту сделку. У нас в студии депутат Палаты представителей Анжелика Курчак, член постоянной комиссии по законодательству. Итак, тема защиты детей. Ряд законопроектов меняется, в том числе вот известный пример защиты детей от негативной информации, та информация, которая может нанести вред здоровью, развитию. Почему вновь обратились к этой теме? Мы наших детей будем защищать бесконечно, да, будем защищать тех, которые в этом особенно нуждаются. Безусловно, всегда жизнь идет вперед, и законодательство подстраивается под те процессы, да, которые происходят в обществе. На сегодняшний день мы очень много говорим об информационной безопасности. И каждый из нас знает, сколько наш ребенок проводит в сети интернет. Да? И мы понимаем, что детей нужно от этого защищать. И очень много в сети интернет, безусловно, и у нас есть механизмы защиты детей, да, родительский контроль, уже, в общем, информационная безопасность очень хорошо у нас развита. Но так или иначе мы должны это делать прежде всего на законодательном уровне. То есть
есть угрозы безопасности, да, получения детьми негативной информации, поэтому этот законопроект тоже ставит определенные барьеры, которые повышают ответственность родителей за то, чтобы они, так сказать, понимали, что они в первую очередь отвечают за безопасность детей, в том числе в информационном пространстве. И мы прекрасно понимаем на сегодняшний день вот эти субкультуры, которые нам навязываются извне, и вот эта идеологическая обработка, да, направленная на формирование общества потребителей, она тоже существует. Поэтому неспроста мы сегодня поднимаем вот комплексные вопросы идеологии. Да, вот опять же коснусь этой темы. Все говорят об идеологии, но что это такое, да, и как, и цель, и понятие, и задачи. Поэтому очень актуально на сегодняшний день. И я рекомендую каждому почитать эту директиву, это системный документ, который говорит о нас, о нашей самобытности, говорит о том, что у нас сформировано определенное общество, о плюсах нашего общественного развития. Вот почитайте, я когда читала эту директиву, у меня, знаете, такое чувство гордости возникало за свой народ. Поэтому, безусловно, что касается вот детей, это комплексная работа, да, то есть это не то, что вот мы там вот какие-то нормы реально ревизируем. У нас были внесены изменения в Конституцию, где мы повысили немножко социальную ответственность каждого гражданина. И сейчас закон о правах ребенка мы тоже пишем о том, что уже дети тоже должны нести определенную социальную ответственность. А почему вы затронули тему молодежных субкультур? Ну, вот молодежь все равно должна чем-то увлекаться, да? Должна быть какая-то отдушина. Кто-то спортом занимается, кто-то там музыкой. Есть, хочется там интересно одеваться, да, это тоже возможность самовыражения. Но вот есть какие-то модели поведения, которые отражаются и в одежде, и в языке, и в каких-то особых специфических ценностях и символах. Это вот как раз то, что называют молодежной субкультурой. Что здесь не так, и какие здесь могут быть опасности? Очень много я общаюсь и с молодыми людьми, как правило, это старшие школьники, и мы говорим на эти темы, и говорим на те темы, которые действительно волнуют молодежь. Вы знаете, самовыражение – это здорово на самом деле. И если кто-то хочет выкрасить волосы, если позволяют родители, да, и это допустимо там на каникулах, да, но не в школе, ради бога, пусть он себя самовыражает, но при этом не нарушает ничьи права и не затрагивает ничьи права. Что касается субкультур, вы знаете, когда у нас в прошлом еще веке появился праздник Хэллоуин, да, вы знаете, я уже насторожилась. Вот до сих пор это не мой праздник. И если все-таки вот надо глубже, особенно родители, чтобы объясняли детям, на что направлены все эти субкультуры. Вот что хорошего в этом празднике Хэллоуин. Может быть, я сейчас какой-то негативный отклик получу от наших радиослушателей, но вот если вдуматься, это не наша культура, это не наша традиция. Она пришла издревле из язычества от кельтов. Она была нам фактически... Мы любим праздники, да, она была навязана. Но у нас есть свои замечательные праздники, которые нам нужно культивировать. Это праздник, он вроде бы как Хэллоуин тоже, да, День всех святых, но он негативный, у него негативный подтекст. Это там усыпление там мертвых, скажем так, да, это все от, скажем так, от негатива идет. То же самое, если субкультура направлена на развитие, на позитив, это замечательно. Но когда она ведет к деструктиву, когда она ведет, опять же, тех детей к уединению, и у детей уже появляются депрессивные признаки, понимаете, вот от негатива, это негативная энергия. Поэтому праздник тоже празднику рознь. Самовыражению рознь. Поэтому, опять же, приведу пример. Замечательный праздник, который, слава богу, он у нас появился, 8 июля, да, день семьи, любви и верности. Прекрасная традиция, да, мы начали ее развивать. Но она у нас появилась, кстати, вот эта традиция после Хэллоуина. Хэллоуин у нас появился раньше. Поэтому самовыражение – это хорошо, но нужно понимать, в какое русло мы это самовыражение направляем. И что вот за этими субкультурами молодежными стоят взрослые дяди, да, которые, так сказать, из этого получают финансовый результат. И надо понимать, что действительно, чтобы это не вело к деструкции, да, к навязыванию нам чуждых нам ценностей. Вот не знаю, какой здесь финансовый там результат, да, но вот точно зарабатывают на увлечении молодежи вейпами, кто-то на этом зарабатывает, да. Становятся они очень популярными. И вроде бы уже и от депутатов ждут, чтобы определились, высказали свое мнение, потому что
в ряде стран уже есть законодательный запрет. Действительно, это проблема сегодняшняя, социальная нашего общества, есть такое. Очень распространено, особенно среди детей, курение, так сказать, вернее, вдыхание этих всех смесей. И законодательство идет двумя путями. Либо полный запрет, это по отдельным сведениям, более 30 стран уже запретили полный оборот, вводят очень жесткие санкции, либо 40 стран уже в мире, либо ограничение оборота. На сегодняшний день у нас прорабатывается проект закона, что касается вот оборота вейпов. По какому мы будем пути пойдем, я не буду предвосхищать события, но то, что мы однозначно должны наложить четкий запрет на употребление этих курительных смесей всевозможных нашими детьми, это однозначно. И повысить ответственность в этом плане. У нас сейчас готовится законопроект относительно табачных изделий, да, и вот относительно вейпов, электронных систем курения тоже. Поэтому, безусловно, депутаты подключаются к этой работе еще на стадии проработки. Но то, что этот законопроект должен четко поставить барьер невозможности употребления именно детьми, потому что всем известно пагубное влияние вот этих смесей на организм общеизвестно, и очень много есть уже международных исследований по этому поводу. То есть тут в первую очередь мы должны подумать, либо мы заботимся о нашей нации с точки зрения здоровья, либо мы хотим, вот есть информация, что мы очень, у нас распространен нелегальный рынок, да, вот что касается их вейпов, они очень привлекательны для детей, они разного цвета, вида, формы и так далее, они как игрушки. Они изначально, когда вейпы входили в нашу жизнь, это было такая, знаете, введение такого, как сказать, концепции обоснованного риска, что якобы это не так вредно, как табак, хотя сейчас медики утверждают, что лучше курить табак, чем вот эти вот курительные смеси, да, вот эти электронные системы курения. Поэтому я полагаю, что мы сможем действительно поставить барьер, это нужно поставить барьер, потому что, общаясь с коллективами, с трудовыми, все говорят о том, что очень распространено среди именно молодежи. А это наше будущее, и мы должны об этом думать, наверное, перспективу. А еще депутаты много времени проводят в своих округах, общаются с избирателями, вникают в их проблемы, принимают решения. И если где-то вот в городе там заасфальтировали какую-то пешеходную дорожку, допустим, появился новый знак предупреждающий дорожный, благоустроена территория где-нибудь возле школы, например, обновили детскую площадку, это не значит, что вот потому что хорошо работает местная власть, это причина может быть еще и в том, что депутаты была проблема, активно и помогают. Избиратели обратились к своему депутату, который помог в решении этих вопросов. Работая в округах, отмечу, что, безусловно, люди обращаются, и вопросы, которые в первую очередь они ставят, это вопросы благоустройства. Не зря у нас год благоустройства, не зря у нас год и пятилетка качества. Поэтому, конечно же, любое обращение, оно не остается без внимания. Но здесь хочу обратить внимание радиослушателей на то, что есть депутаты парламента, а есть депутаты местных советов. Поэтому в решении местных вопросов мы взаимодействуем с депутатами местных советов. Когда избиратели нам говорят о системной проблеме, которая требует регулирования на законодательном уровне, это уже компетенция, безусловно, депутатов Палаты представителей. Но, как я уже сказала, мы не обойдем вниманием те вот нужды, которые есть у простых избирателей, я имею в виду у избирателей простые проблемы, то есть нужно благоустроить там дворовую территорию, навести там где-то порядок, что касается там транспортной безопасности, общественной безопасности. Безусловно, оставляем без внимания. Но я хотела бы вот такой информацией поделиться, что у нас на сегодняшний день созданы в Минске территориальные общественные самоуправления, такие органы, которые призваны работать с уполномоченными по каждому дому, который есть в городе Минске, и собирать ту информацию, которая действительно вот нуждаются в решении, и собирать те проблемы, которые есть. Поэтому можно, в свою очередь, информация об этих территориальных общественных самоуправлениях
управлениях находятся на сайтах местных администраций, можно найти, и можно обратиться туда непосредственно для того, чтобы решить ту или иную проблему. Это такие общественные инициативы, или как? Это не совсем общественная инициатива, это работает там человек, это помощники, возглавляют эти ТОСы, помощники депутатов Мингорсовета. Можно к ним обратиться и решать эту проблему, они это все собирают, систематизируют. Понимаете, еще в чем вопрос депутата? Задача выделить основные проблемы, да, то есть вот, допустим, систематизировать их нельзя, сразу сделать все. То есть есть определенные ресурсы у региона, есть определенные ресурсы у страны, есть определенные программы развития, есть градостроительные планы, и мы все это должны делать комплексно и системно и последовательно. То есть есть проблемы, мы выстраиваем определенный план работы, и по этому плану работы мы и действуем. Но я не знаю, насколько такими системными вопросы будут от слушателей, а может быть конкретными. Сейчас узнаем. Елена Давидович общалась с радиослушателями. Вопросов очень много. Будем отвечать, видно, коротко. Эфирное время, к сожалению, уже почти истекает. Значит, во-первых, слушатели, единогласность среди тех, кто позвонил, что с вейпами надо серьезно разобраться, затягивать с этим делом нельзя. Электронные системы курения тоже вредят, и люди говорят, что очень плохо, что места по распространению электронных систем курения, они есть возле университетов, даже недалеко от школ. Вот с этим, прежде всего, надо разбираться, видно, местным органам власти. А депутатов просто вот в требовательном плане скорее разберитесь на законодательном уровне. Спасибо большое, да, спасибо за инициативы. Вопрос такого плана. Мы говорили про микрозаймы. Слушатель сказал, значит, когда получает кредит, всегда есть поручители, когда определенные, говорит. Может быть, все-таки как-то надо законодательно, это его мнение, сделать так, чтобы при очень каких-то острых вопросах можно было отказаться от поручительства. В общем, такой, наказ, проработать этот вопрос, возможно или нет. Я могу ответить. Сейчас там по законопроекту предусмотрена система изучения платежеспособности, кредитоспособности получателя кредита. То есть изучается ситуация, да, конкретная, вот какая нагрузка есть у данного человека, может быть, по другим кредитам, и тогда уже решается вопрос выдачи и невыдачи. Речь о поручителях не идет. Понятно. Мне говорят, порой поручитель, он говорит, собственно, такая ситуация, говорит, поручился, говорит, а родственник, говорит, а он, в общем, уехал, и непонятно, что с ним дальше делать. Говорит, а с меня требует, как от поручителя, в общем-то, закрывать этот кредит. Да, есть такая проблема, поэтому будет изучаться кредитоспособность получателя, и, в общем-то, эти случаи будут исключаться. И еще до сих пор, я думаю, что, может быть, встречались и слушатели, вот говорят, и, может, вот в нашей практике встречалось, что до сих пор где-то на подъездах написано, что дам, так сказать, короткий займ, в общем-то, такие вот микрозаймы предлагают, так сказать, вот люди не читайте, не читайте то, что написано на заборе. Понятно. И я так думаю, что, видимо, эти там указан телефон, в общем-то, с бдительным стоит жителям куда-то обратиться. Видимо, так. Жилищно-коммунальные службы, они всегда, так сказать, делают ревизию всех этих досок, и все это удаляется и снимается. У нас сейчас есть четко определенные субъекты, которые имеют право предоставлять эти кредиты. Значит, такой вопрос. Очень много вопросов именно по вопросу сохранения памяти. Люди рассказывают свои истории, говорят, что память живая, и, в общем-то, история жива, пока мы помним о наших предках, те, которые потерпели во время Великой Отечественной войны. Несколько таких историй рассказали по телефону. Вот. И вопрос лично к вам. Вот вы встречаетесь с людьми, которые пережили лихолетие войны. Вот какие у вас остаются впечатления от таких встреч? Вот такой лично к вам вопрос. К сожалению, не могу так часто встречаться. Обычно эти встречи приурочены к определенным датам и событиям. Вы знаете, есть у меня, не скажу, что в подружках, очень приятная семья. Ей больше 100 лет, 103 года уже этой женщине. Она в Узде в свое время жила на территории оккупированной и была в подполье. И, вы знаете, я поражаюсь ее силе духа на сегодняшний день. И она тоже, вот почему я сказала про эту книгу, да, «Сказать жизни да», почитайте обязательно. Вот общаясь с этой женщиной, я увидела вот эту силу духа. Память великолепная, да, она помнит четко события, что происходило. И она говорит: деточки, не допустите ни в коем случае то. Люди, знаете, что меня поразило? Она жила на оккупированной территории, где полностью, значит, была пропаганда фашистская,
что уже все, уже мы завоевали, уже мы победили, уже, значит, привыкайте к новому порядку. И эти люди верили в то, что придет Красная Армия, и то, что действительно мы очистим нашу территорию от оккупантов. И вот эта вера ей помогала выживать. То есть информация была только от партизан, очень было сложно, но она верила, и она говорит, что именно только вот эта вера помогала мне выжить, что действительно вот победа будет за нами, и придет Красная Армия и нас спасет. Великолепная, удивительная женщина, с удовольствием всегда прихожу к ней, заряжаюсь, знаете, такой энергией жизни от нее. Спасибо. У нашай студыі сёння была дэпутат Палаты прадстаўнікоў Анжеліка Курчак. Актуальный микрофон. Аналитичная программа.